Здравствуйте, дорогие зрители! С 1 января текущего года в Российской Федерации вступил в силу новый порядок пребывания и деятельности трудовых мигрантов. С просьбой прокомментировать эти правила мы обратились к Владиславу Вацлавовичу Маркевичу, руководителю представительства Федеральной миграционной службы Российской Федерации в Республике Таджикистан. И он любезно согласился. Здравствуйте, Владислав Вацлавович. Вначале хотел бы спросить, в чем была необходимость внесения изменений в миграционном законодательстве Российской Федерации и что они изменили в области миграции? Я благодарен руководству Первого канала, вам за предоставленную возможность донести до жителей Таджикистана о тех изменениях, которые действительно вступили с 1 января в законную силу. Прежде всего, это было вызвано тем моментом необходимости не только в России, а в целом по странам СНГ, будем так говорить, в рамках УДКБ, это противодействие незаконной миграции. Все мы прекрасно понимаем, что незаконная миграция не приносит никому пользы. Так же, как трудовой мигрант незащищенный не имеет права на медицинское обслуживание, потому что он нелегально находится, соответственно, он боится обратиться даже в то же медицинское учреждение для того, чтобы получить какую-то при необходимости медицинскую помощь. Тот же работодатель, к сожалению, таких тоже достаточно, которые обманывают, либо делают минимальную заработную плату, либо в конечном итоге вообще ее не выплачивают. Поэтому, прежде всего, в рамках борьбы с нелегальной миграцией и в сфере защищенности как государства, так и самого иностранного работника были внесены ряд изменений. Значит, вы считаете, что новые правила пойдут в будущем на пользу трудовым мигрантам, особенно таджикским мигрантам? Не могли бы прокомментировать, какими именно льготами наши мигранты смогут пользоваться благодаря этим изменениям? В рамках меморандума, которые подписали наши уважаемые президенты, была достигнута договоренность о возможности проработки вопроса для того, чтобы граждане Таджикистана могли осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации на протяжении 3 лет с правом без выезда. То есть не обязательный выезд, пересечение границы, как это было ранее. Такой протокол был подписан, внесены изменения. И на сегодняшний день, независимо от того, что ранее были разрешения на работу, а сейчас патенты, все граждане Таджикистана, осуществляющие трудовую деятельность, могут осуществлять ее в Российской Федерации в период до 3 лет при заключении соответствующих договоров и получении соответствующих документов с правом без выезда. Они, конечно, могут выезжать, могут не выезжать, но такое право они имеют. Кроме того, для всех граждан Таджикистана предоставлено право, в отличие от всех остальных государств, на право пребывания без регистрации до 15 дней. То есть поиск места проживания, постановки на миграционный учет в 2 раза увеличен для граждан Таджикистана. По данным службы миграции Таджикистана, сегодня уже более 200 тысяч граждан Таджикистана закрыли въезд в Россию. Прежде всего хочу сказать, что в России существует автоматизированная система контроля за пребыванием иностранных граждан, какой в принципе аналогов и в мире нет. И все закрытие въезда происходит без человеческого фактора, без вмешательства человека. Все делает машина, она отслеживает полностью пребывание, потому что срок въезда, срок выезда, законность нахождения, получение разрешительных документов и так далее, вся его история, она заносится в общую базу, и программа сама отслеживает законность нахождения, чтобы не было никаких коррумпированных моментов. Да? Скажите, пожалуйста, закрытие въезда – это временная мера или будет продолжаться и в дальнейшем? Ну, знаете, мне, честно говоря, сложно сказать. Да? Федеральная миграционная служба, прежде всего, является органом исполнительной власти, не законодательной. Вот, законодатель на сегодняшний день установил такие правила. По таким правилам, соответственно, мы и работаем. Но я не думаю, что, лично мое мнение, что пойдет какой-то обратный процесс.
мы все почувствовали от этого пользу. Я могу смело заявить о том, что даже тоже закрытие въезда, да, по сравнению с первоначальными годами, вот с 2013 года, вот в 2013 году было 94 тысячи, чуть более, закрыто въезда для граждан Таджикистана. Это в пределах 3 месяцев, чуть-чуть больше. В текущем году за аналогичный период их стало 36. Разница практически, да, ну, на процентов 60. Административные правонарушения, если брать даже также прошлый год и этот год, почти на 50, 48% снизилось административных нарушений. Это показатель. И все мы хотим, чтобы в каждой стране соблюдался порядок, чтобы мы могли точно так же, как и уголовный, так и административный, спокойно себя чувствовать в любой стране. Или я в вашей, или вы в нашей. Да. Кстати, о нарушениях. Мы все знаем, что когда мигрант нарушает правила работы в России, ну, допустим, фальшивая прописка, договор о работе или патент, несомненно, в этом виноват не только мигрант, но и работодатель и, можно сказать, представители правоохранительных органов, которые закрывают глаза на нарушения. Но в конечном итоге ответственность несет только мигрант. Что вы думаете по этому поводу? Нет, в настоящее время тоже закон пересмотрен. Хотя и ранее было, допустим, что ответственность несли как и те граждане, которые осуществляют трудовую деятельность, так и те, которые предоставляют ее. На сегодняшний день, если гражданин работает у работодателя без разрешительных документов, он несет минимальное наказание. А сам работодатель, я могу это озвучить, за каждого иностранного гражданина, если у меня их, допустим, к примеру, я работодатель, и у меня незаконно трудится там 4 человека, вот за каждого мне присудят штраф от 400 до 800 тысяч рублей. Это по новым правилам, по новым... Да, это введено было еще ранее, да, а сейчас оно ужесточено, чтобы нес ответственность именно работодатель. Кроме того, сейчас введено правило, чтобы каждый иностранный гражданин, который трудоустраивается, прежде всего имел страховой медицинский полис. Очевидно, Российская Федерация ужесточит законодательство по отношению к мигрантам, к иностранцам. В связи с этим в своей родине возвращается очень много мигрантов. Ну, кого-то депортируют, кого-то вносят в так называемый черный список, и кто-то возвращается по собственной воле. Исходя из этого, как вы оцениваете вклад мигрантов в экономику России и как скажется на каких-то ее сферах или отраслях, если множество мигрантов будет выдворено? Я не могу сказать, что Россия без мигрантов может свободно существовать. Нет. На сегодняшний день Воронежская область, допустим, депутаты выступили о том же, о работах в сельском хозяйстве. Они нуждаются, чтобы выполнить посевные, сбор урожая. Людей, к сожалению, в России, в деревнях тоже не хватает. Везде существует миграция внутренняя, да, все стремятся уйти ближе к центру. Соответственно, вот эта часть тоже неприкрытая. Те же строительные работы. Россия развивается независимо на тот кризисный момент, который, да, на сегодняшний день в принципе имеется, но он выравнивается. Да, это уже очень хорошо заметно. Вот. Поэтому, конечно, мигранты несут большую пользу в экономическую составляющую России и в целом в жизнедеятельность. Да? И кроме того, мы все прекрасно понимаем, что мы с вами очень близкие по менталитету. Ну, мы родные, по большому счету. Мы друг друга понимаем, потому что мы с одного государства. К сожалению, так получилось, что живем теперь в разных государствах, но стремимся опять же стать одними. Вот. Поэтому, да, несомненно, польза от трудовых мигрантов имеется, но в то же время вот я хочу сказать, в частности, вот за 3 месяца текущего года приток трудовых мигрантов из Таджикистана в Российскую Федерацию снизился, да, снизился где-то на 10%. 10, и, не ошибаюсь, 10,7. Это по состоянию за 3 месяца этого года. Но, опять же, это не связано ни с кризисом в России, это не связано с новой системой получения патентов.
Там имеются тоже сложности, да, но это с этим не связано. Вот в большей степени это связано как раз с закрытием въезда, потому что вот та большая часть, которые осуществляли трудовую деятельность и потенциальные трудовые мигранты, и, к сожалению, попали в вот этот черный список, да, как его называют, закрытие въезда, соответственно, они просто выехать не могут. Мы встречались, посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Семенович Лякин-Фролов, я как руководитель представительства ФМС России и со службой Министерства труда, миграции и занятости с уважаемым министром Самангул Саидовной. Мы обсуждали все эти вопросы в преддверии. У нас состоится в конце месяца межправительственная рабочая группа по соглашению о защите прав трудовых мигрантов, где эти вопросы тоже будут рассматриваться, и какой-то выход будет найден. Есть, конечно, желание предоставить возможность тем трудовым мигрантам, которые хотели бы быть трудовыми мигрантами, но не успели в рамках вот патентной новой системы оформить все документы. Потому что тут и тестирование имеет свои нюансы, свои проблемы, сроки тестирования, очереди, да. На первоначальном этапе, конечно, это есть. Но вот хотим выйти с таким предложением о том, чтобы предоставить какой-то период, не знаю, сколько это будет, месяц, 2 месяца, да, для легализации. Дать возможность тех, кто вне правового поля находится, чтобы они могли прийти, подать документы, оформить их на законных основаниях, ну и продолжать, соответственно, дальше трудиться. Но, несмотря на то, что новый порядок приведет к снижению числа незаконно работающих, незаконно прибывающих в Российскую Федерацию, сейчас мы знаем, что в России много молодых мигрантов из Таджикистана, и некоторые из них уже получили российское гражданство. По-вашему, как интегрируется современная таджикская молодежь в российском обществе, как идет этот процесс? Знаете, я даже так скажу, дай Бог каждому. Я очень доволен таджикской молодежью, доволен вот тем строем, который на сегодняшний день в Таджикистане, этому стремлению к высшему, к лучшей жизни, это очень хорошо. Господь всегда поможет тем людям, которые стремятся хорошо жить, приносить пользу как для наших обеих стран, так и, соответственно, для своего государства. Стремление учиться, получать образование, получать квалификацию, навыки, это всегда считалось на высшем уровне и будет всегда считаться так. Поэтому тут даже другого понятия быть не может. Дай Бог, говорю, каждой стране, чтобы так молодежь стремилась к лучшему, как в Таджикистане это происходит. Как мы знаем, вы уже 2-й год работаете в Таджикистане. За этот период в каких регионах вы успели побывать? Какие у вас впечатления о нашей стране, о нас? Без сомнения, я себя на сегодняшний день считаю частью таджикистанца, да? Вот этой прекрасной земли. Никогда по-честному не думал, что это такой прекрасный край. Только исторически знал. Вот, к счастью, мне повезло, я считаю, жить, работать и приносить пользу таджикским людям. Не только гражданам Таджикистана, и другим, которые находятся здесь, также гражданам России, которые пребывают на территории Таджикистана. И это делаю с большим удовольствием. Довольно очень приятно с людьми. Не только молодежь, я хочу это подчеркнуть. Я, насколько общаюсь в сфере своей деятельности с различными людьми в различных госучреждениях и в частных учреждениях, люди очень грамотные, люди очень начитанные, люди насколько высоко знают культуру, классику цитируют. Это вот здесь вот сердце. Поэтому относиться по-другому к таджикистанцам просто невозможно. Спасибо за добрые слова. И в конце, поскольку это ваше первое эксклюзивное интервью Первому каналу таджикского телевидения, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Прежде всего, я хотел бы пожелать вашему каналу, чтобы он развивался, приносил пользу вашим телезрителям, которые смотрят ваш канал. Телевидение — это прямое общение, да? Хоть есть какое-то пространство между теми, кто доводит информацию, либо и теми, кто ее воспринимает. Но это самый воспринимаемый способ получения информации. Это очень здорово. Поэтому пускай Господь
дает всем сотрудникам вашего канала и другим, соответственно, каналам силы, здоровья и развиваться. А людям, всем, которые проживают на этой прекрасной земле, конечно, это прежде всего мира. Благодарю вас за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, такие встречи, такие беседы касательно трудовой миграции у нас с вами будут и в дальнейшем. И, пользуясь случаем, хочу пожелать вам новых успехов в вашей деятельности. Уважаемые зрители, напомню, что это было интервью руководителя представительства Федеральной миграционной службы Российской Федерации в Республике Таджикистан Владислава Вацлавовича Маркевича, Первому каналу таджикского телевидения. Обращаясь к нашим уважаемым трудовым мигрантам, хочу добавить, что Российская Федерация считает нужным отрегулировать процесс миграции, и, конечно, это ее право. Просто надо соблюдать новые законы, новый порядок, и, главное, необходимо легализоваться, чтобы можно было защитить свои права. До встречи.